Доброе утро всем. Доброе вам утро. Как хорошо просыпаться в такой прекрасный день, среду. Долго потягиваться, а потом начинать торопиться, потому что впереди еще целый день. С вами Андрей Петров и Анастасия Чернобровина. И Продолжаем. торопимся познакомиться с новостями. Предложение поселиться в доме, который падает. Это предложение от британского философа Алена де Боттона. Ему удалось построить балансирующий отель в духе Сальвадора Дали. Точно просчитанный баланс позволяет зданию не падать и в то же время слегка покачиваться. А если нет ветра, жильцы могут раскачивать отель самостоятельно. Для этого постройка снабжена качелями на крайней точке своеобразных весов. Необычная конструкция вполне удачно вписалась в пейзаж заповедного леса на восточном побережье Британии. Ну что только не придумали. Самый дешевый в мире электромобиль представили индийские автопроизводители. Малогабаритный хэтчбэк с задним приводом и приемлемым дизайном называется Е20. Но его главное качество – это, конечно же, цена. Четырехместная машинка с запасом хода в 100 километров и зарядкой от обычной розетки стоит $2700. Ну как же за эту цену удалось оснастить машину вполне качественными литий-ионными аккумуляторами, остается загадкой. Кроме того, в базовой комплектации кондиционер, аудиосистемы, электростеклоподъемники. Ну, конечно, понимаем, что индийский автопром получает весомые субсидии от государства, но почему-то в голове сразу возникает неизбежное сравнение с нашим АвтоВАЗом. Субсидии вроде тоже были, а цена электрической Эллады получилась 1 250 000. Это в 15 раз больше, но с другой стороны в этом автомобильчике 4 посадочных места, а в нашей Элладе 5. Хотите хорошо видеть? Чаще моргайте. Способ уберечь глаза от компьютера нашли ученые Техасского университета. Они вывели закономерность, которую назвали «стратегия 20». То есть, следуя этой методике, ежедневно пользователь может навсегда избавиться от так называемого синдрома усталых глаз, который возникает после нескольких часов, проведенных перед монитором. Чтобы избежать проблем, по мнению американских ученых, достаточно каждые 20 минут отрывать глаза от экрана, переводить взгляд на расстояние примерно 6 метров и моргать не менее 20 раз. Для этого некоторым придется, конечно, повесить фотографию этих самых 6 метров, потому что работают они в куда более скромных комнатушках. Ну, если хотите поберечь зрение, не злоупотребляйте еще и модной в последнее время технологией 3D. Тем более, что покадровая анимация, которая исполнилась уже 100 лет, ну, ничуть не хуже. Знатоки утверждают, что сейчас эта традиционная техника переживает второе рождение. Правда, называют ее по-новому – стоп-моушен. Россияне не умеют и не хотят приумножать свои накопления. К таким выводам пришли социологи фонда «Общественное мнение». По их данным, больше чем 2/3 граждан, вкладывая деньги в банк или ценные бумаги, думают только о том, чтобы сохранить их. Получить же прибыль рассчитывают лишь 15% опрошенных. Ну, что же касается инвестиционных инструментов, то самый популярный из них – это банковский депозит, причем короткий. Почти половина респондентов ориентируется на вложение не доли 1 года. На втором месте – инвестиции в золото и другие драгметаллы. Однако не все отдают себе отчет в том, что покупка украшений не является финансовым вложением. Ну и, наконец, гораздо меньше россиян осведомлены о возможностях фондового рынка, покупки акций, облигаций или участия в паевых фондах. Ну, наверное, это потому, что прибыль у нас что в банке, что от покупки акций, в общем-то, копеечная. Ну, если, конечно, не миллионы класть, а личные сбережения, мы об этом говорим. Пожалуй, за год можно накопить, ну, скажем, на торт или несколько банок консервов. Вот в таком случае выгоднее брать зеленый горошек, я тебе скажу как специалист. Если мы не были бы уважаемой всероссийской утренней программы, конечно, бы показали бы вам откровенные сцены секса в космосе, но пока только рассказ. Секс в условиях невесомости может быть смертельно опасен для человека. Предостеречь космических туристов от занятий сексом в условиях невесомости поспешили не сексологи, а биологи из Канады. Пока подобные исследования проводились даже не на мушках, а на растениях, но результаты получились шокирующие. При слишком высокой или слишком низкой гравитации негативному воздействию подвергаются пыльцевые трубки растений, ответственные за мужскую роль выпыления. Также в каждой начинающей расти клетке организма в невесомости нарушается строительство клеточной оболочки. По мнению ученых, аналогичные проблемы возникнут и у человеческого генетического материала. Ну а если встреча двух пылких влюбленных происходит не там, в космосе, а в проруби? Ну, ледяная вода в проруби пылкость в любом случае охлаждает, хотя, если речь идет о влюбленных моржах, то здесь не все так однозначно. Вот, например, пока рязанские моржи устанавливают рекорды по длительности пребывания в ледяной воде. Ну, а дальше дело за малым. Я вас понял.